Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. В течение нескольких недель, юные таланты проявили свои способности, создавая уникальные видеоработы, в которых отразили значимость победы для нашего народа и всей страны. Каждое видео – это не просто работа, это искренние эмоции, глубокие чувства и уважение к тем, кто сражался за мирное небо над головой. Сегодня в студии нам расскажут, как проходил республиканский детский патриотический конкурс видеороликов КИ «Сулуга. Звезда Победы», его итоги. Отметим, что конкурс был приурочен 80-летию Великой Победы и стал настоящим праздником творчества и патриотизма для детей нашей республики. У нас в студии директор централизованной библиотечной системы городского округа город Якутск Нургуяна Петровна Решетникова, Шако Богдан, Семенов Дамир, ребята, которые заняли третье место в категории школьники с 9 по 11 классы. Также у нас в гостях Попова Надежда Захаровна, классный руководитель участников данного конкурса, и социальный педагог, руководитель медиа-студии «Большая перемена» Центра образования Петрова Алена Руслановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую у нас в студии. Сегодня мы, конечно же, поговорим и расскажем нашим телезрителям и радиослушателям о таком вот замечательном конкурсе, который вы проводили практически в течение даже нескольких месяцев, да? Когда вы объявили об этом конкурсе? Этот год 80-летия Великой Победы, очень волнительный и очень важный для нас, библиотекарей. Мы обязаны рассказывать детям о Великой Отечественной войне, о героях, потому что, сохраняя историческую память, мы воспитываем патриотическое воспитание, у подрастающего поколения. И этот конкурс мы задумали. Почему? Потому что, все думают, что библиотеки — это книжные выставки, это книги, это, может быть, уроки, да, и мы немножко переформатировали. Давайте посмотрим, как дети справятся, да, смогут ли они создавать, это же сложно, это надо быть режиссером, это надо быть сценаристом, это надо быть артистом. Вы бы видели, какие замечательные видеоролики нам присылают. Там просто артисты, по-моему, отдыхают. Я призываю вас посмотреть видеоролики победителей на сайте Якутской централизованной библиотечной системы города Якутска. Библиотеки Якутска, и сразу сайт выйдет. И там у нас есть очень хороший лендинг «Память Якутска», да. Там можете посмотреть. Просто замечательные видеоролики. Я еще раз от всей души поздравляю Дамира и Богдана с победой, потому что мы объявили этот конкурс с 1 февраля, и по 4 мая мы принимали конкурсные работы. Где-то более 50 работ поступило со всех концов нашей республики. Мы очень рады, что вся республика к нам присоединилась. Мы рады, что угадали с форматом. Допустим, Алданский, Нерюнгринский, Алекминский, Амгинский, Аймяконский, Усалданский, Татинский, Мирнинский, Намский. Я не буду все перечислять. Практически все районы республики приняли участие. Экспертное жюри у нас было очень такое серьезное, да, это, допустим, Ермолаева Дарья Павловна, все ее прекрасно знаете, да, и Филиппова Нургиана Трофимовна, тоже радиожурналист НВК САХА, отличник телевидения, радиовещания. Так что жюри у нас было серьезное. Этот конкурс мы проводили с АНО «Ситис», который поддерживает детские инициативы в лице Кюнней Владимировны. Так что мы очень рады, что достигли своих целей. Конечно же, сразу обращаемся к участникам. Давайте сперва поговорим с теми, кто практически навел вас на этот конкурс, или как вы узнали про этот конкурс, который проходит в библиотеке? Мы про конкурс узнали через социальные сети, и сразу же предложили нашим детям. У нас в школьной медиастудии занимаются более 20 детей. Это какая школа? Это Центр образования. Центр образования. Центр образования. И у нас в медиастудии уже на протяжении 5 лет работает наша медиастудия, и каждый год мы обновляемся. То есть к нам поступают дети с 9 класса, и как они поступают, мы их выбираем, делается отбор, и желающих тоже берем. Практически получается, что это ваш формат, да, конкурса? Да, да. Над темой долго работали?
Ну, мы вот предложили детям, Мгм. и вот они сами предложили выбрать вот эту тему. Мгм. Мгм. Ну, перейдем сразу тогда к вам. Режиссером я бы хотела бы попросить поставить второй видеоролик «Большая перемена», чтобы наши телезрители увидели, ну и радиослушатели мы будем параллельно про этот ролик рассказывать. У нас Шако Богдан и Семенов Дамир, ребята, которые заняли 3-е место в данном конкурсе. Теперь начнем допрос с вас. Так, как прошла идея и почему именно «Большая перемена» вы ее назвали? Ну, мы с ребятами придумывали ее вместе, то есть, получается, нарисовали, как будет выглядеть наш, можно сказать, герб команды, и, получается, вместе принимали решение. У нас даже на эту тему был видеоролик на канале, тоже снимали, как реализовывалось все это, и вот так вот приняли решение, что будем называть «Большая перемена». Медиастудия. Да. Ага. И вот там ребята все принимали участие, и, получается, нарисовали там еще, что будет показываться. Мгм. А сценарий, все. Мальчики просто себя в телевизоре увидели, не ожидали. В первый раз, я так понимаю, да, вы принимаете участие в таком Да. формате? Сценарий первый видеоролика Сценарий видеоролика кто Вот. писал? про Ивана Кульбертинова. Сценарий писала наша одноклассница Настя. Так вообще все. Вы практически, я так понимаю, руководители не помогали, да? Ага, ну, мы являемся... просто наводили. Да, ага, Ага. Сценарий написали, одноклассница написала. ага. Она тоже является членом вот медиастудии Медиастудии. «Большая перемена». Мгм. Ну, весь наш класс, ну, так как я сама тоже руководитель медиастудии, они все в этом участвуют, практически все, Мгм. большая половина. Мгм. Ага, поэтому вот Анастасия тоже принимала участие. Ага. И какой период это заняло? Сколько по времени занимали? Вообще, вот сколько месяцев вы готовились? Сколько дней, недель? Вообще трудно было нам. Не с первого раза все снимали, там были дубляжи, там что-то не с первого раза прочитывали, там туда-сюда. Мгм. Ну, как у всех, Да. наверное, у нас. Мгм. И такой формат конкурса для вас впервые или вы уже есть у вас какой-то опыт? Впервые. Впервые? В телевидении, наверное, впервые. Да. Но бывали, конечно, когда мы видеоролики записывали именно все вместе командой с ребятами, получается. Ну, можно сказать, что видеоролик именно не первый опыт, можно сказать. Да и участвуем мы в многих конкурсах. Мгм. И получается опыт видеороликов именно не в первый. А вот в телевидении первый опыт. Поэтому маленько волнительно, я так понимаю, да, для Да. тебя? Ну, надеюсь, не последний, да? Тем более с Ага. такими преподавателями вам только вперед. Хотелось бы узнать, конечно же, опять же, у вас к участникам, да? Подрастающее поколение, я так понимаю, вы только, и вот что нового вы вообще, пока этот ролик делали для себя, что нового вы узнали? Вот для себя вот, Богдан, что ты узнал? Ну, я узнал, как тяжело людям было в то время, как они сражались. Мгм. Да, Ну, из этого можно извлечь уроки, понять многие ценности жизни, что вот мы живем сейчас благодаря чьей-то жизни, много жертв перенесли, и таким образом можно многое узнать именно благодаря вот истории и написанным стихам. Именно вот из этого можно извлечь урок тот, что нужно ценить все мелочи жизни и из этого извлечь урок. Ну, очень, да, так? Серьезно. Все серьезно. Ну, я так понимаю, это же это и не последний конкурс. Да. Мгм. В следующем году вы будете объявлять его? Мгм. Так, ну, в следующем году мы еще подумаем, потому что это очень объемная работа. Привлекать экспертов — это тоже работа, потому что вот Дарья Павловна и Нюргиана Трофимовна, они абсолютно безвозмездны, потому что в библиотеке нет возможности оплачивать такой труд, скажем, обширный, да. Все зависит от того, каких мы найдем экспертов, как будет. Но, по крайней мере, мы очень рады, что вот первый наш опыт именно привлечения детей, да, к
к такому пласту нашей истории. Вот видите, вот я очень рада, на самом деле, что мы вот смогли достучаться до молодежи, скажем, да, что они прямо прочувствованы. Ну, все видеоролики такие, вы, если посмотрите, сами увидите. А вот давайте посмотрим ролик. Вот сейчас я тоже попрошу своих коллег вывести ролик Гран-при девочки Николаевой Арины, которая рассказала о своем прадедушке. Сейчас режиссеры выведут у нас на экран. Вечная слава героям, павшим в Жаль, что боях вот она не пришла, к за сожалению, к нам на свободу программу. и независимость нашей Родины. Работа Николаевой Арины, она это ученица 6 класса. Ага, там написано, что 6 класса. Вот какой школы? Классическая гимназия. Классическая гимназия. И вот так они бережно хранят, да, красиво, в чемодане письма своего прадедушки. Но оценивать вообще, я так понимаю, было сложно, да? Очень сложно. И в основном, конечно, это была работа экспертов, профессионалов, скажем, да. Мы больше смотрели содержательную часть и эмоциональную часть, допустим. А то, что вот технические какие-то, конечно, мы в этом не разбираемся. Но чувствуется, что вот во всех практически видеороликах чувствуется, что была проделана, скажем, исследовательская работа, да, работа с архивными данными. Было очень отрадно видеть, что вот дети говорят, что вот из архивных данных или в архиве мы нашли письма, ну, какие-то сведения о своих родственниках. Очень здорово. Вот сейчас Арина рассказывает про свою Прадедушка работал бригадиром колхоза «Путь коммуны». В 1943 году был призван на фронт, будучи семейным человеком, отцом 2 сыновей. Прадедушка – участник русско-японской войны, воинское звание рядовой автоматчик. Воевал в составе 210-й стрелковой дивизии 36-й армии Забайкальского фронта. В 1945 году при освобождении китайского города Хайлар от японских самураев погиб смертью храбрых и был похоронен со всеми воинскими почестями. В последнем письме прадедушка писал своей жене Евдокии. Огдочуя Николай дорабаларын. Кихи кыйын эппет ырак сереттен ағаяқ кәпсән нәқ сұрупта тұтын. Мен цитар сирим жоппуын границата, мантын алтта бересті. Onun bayınнай сирип болар. Манна бар солдаттар күн айы сурук туталлар. Кихи көгүйөк суругу олус туталлар. Мен эми эйигеттен наха сурук кетехебин. Эн кылабная Николай тухунан суруй, истиекпин олус багарабын. Мен дойдубар каянда тием, сери бүтенерер. Ve суруярым бүтте. Суруйдум митерей. 13 августа 1945 года прадедушка навсегда остался на поле боя, доказав своим потомкам силу данного слова. Все, что осталось от моего прадедушки, это его фронтовые письма и пару довоенных фотографий, которые моя прабабушка хранила всю свою жизнь, а потом отдала своим сыновьям, которые передали своим детям. Мы будем всегда помнить и рассказывать о нем, передавая нашу семейную историю из поколения в поколение. Замечательная работа. Прям даже за душу да так берет. Теперь понимаю, почему Гран-при, да, и парней вас поздравляю с 3-м местом на в этом конкурсе. И хотелось бы, конечно, узнать, какой вы отклик получили от самих участников уже по итогам этого конкурса. Ну, все участники, я очень рада, что на награждение практически все подошли, да, которые вот призовых мест удостоились. И, конечно, им тоже было волнительно, потому что это серьезная работа на самом деле. Это не только вот бегать с камерой, что-то снимать, да. Это, и как я уже говорила, что это исследовательская работа. Ребята уже поняли, наверное, да, что без информации проверенной, да, это, наверное, было бы еще сложнее делать. Хорошо, что вот по Ивану Кульбертинову вы где искали информацию? В социальных сетях, в книги, школьной наверное, библиотеке. Да.
читали, изучали. И вот получается, что они вот переработанное свое, да, эмоционально, они выразили вот в этом своем ролике. Ну, для нас это самое вот волнительное, скажем, и хорошо, что вот мы смогли дать возможность детям выразить себя, именно читая вот такие серьезные исторические документы. А, Богдан, для тебя самого что было вообще самое сложное, пока вы готовили этот видеоролик для конкурса? Ну, самым сложным было это найти информацию, так как ее не очень много в интернете. Потом снять ролик тоже было очень сложно, так как, еще раз говорю, дубляжи были. Вот. А вам самим вообще вот в медийной вашей прекрасной вот студии больше о чем интересно рассказывать? Больше показывать людям, кем были наши прадеды там, чем они занимались. А вы вообще практически исторической тогда темой занимаетесь, да? Не полностью. Не полностью. Ну, одно из направлений, да, тогда Из получается? направлений. Ну и есть темы, вот, получается, поколения молодого там. Ну, по большей части мы стараемся говорить о молодом поколении. Вот именно большинство тем в этом году касалось именно вот именно подростков, можно сказать. По ровесникам, да? Вот Да. темы такие больше. Темы, которые интересны ровесникам, подросткам. А родители посмотрели вашу работу? Да. И их эмоции? Что сказали? Молодец. Богдан? Тоже сказали, молодец. Ну да, правда, молодцы. Я посмотрела ваши, и прям действительно тоже так за душу хватает очень сильно. Эмоционально как-то, да? Сейчас вот мы, допустим, мы еще помним, а подрастающее поколение этого не вот-вот, и практически говорят, что находят там. Большего труда стоит, конечно. Работу в этом направлении, я думаю, нужно продолжать и делать, потому что вот видите, какой живой отклик получается. Потому что там у нас возрастная категория начиналась от 10 лет, от 4 лет. Представляете? В конкурсе от 4 лет? Принимали участие еще дошкольники. Ну, большая благодарность, конечно, родителям, руководителям, потому что, это сложно, тем более вот все равно в ущерб же свободного времени они этому посвящают. Я очень рада, что у нас люди понимают вот значимость, да, Великой Победы, вот каким путем она нам досталась, потому что я уверена, я знаю, что в каждой семье были свои потери, да. Допустим, у меня со стороны матери 4 двоюродных дедушки, скажем, погибли, да, пропали без вести, со стороны отца 2 погибли. Это только из одной дедушка семьи вернулся. практически. Это из одной семьи практически. 4 И человека. думаю, это у всех такое. Не у всех остались письма, которые можно было вот так хранить, да. Что, просто удивительно, что вот люди хранят вот письма, свои фотографии, да, память свою. То, что у нас ничего этого не осталось, допустим, у меня. Вот так. У вас свои тоже истории какие-то есть в память сохраненные от ваших? Может, вот ветераны тыла, участники Великой Отечественной? И, наверное, мы вот то последнее поколение, которое вот разговаривали, да, видели живых ветеранов. Потому что вот дедушка мой, он тоже участник Великой Отечественной войны, он не любил рассказывать о войне. Он вообще говорил, что об этом не нужно помнить, Кстати, это часто так говорят. не нужно рассказывать. Поэтому я вот не знаю, как он сражался. Он сражался в 19-м, вот лыжная бригада, 19-я отдельная лыжная бригада, которые вот на Ельмене они сражались. Там очень много народу уже погибло. Очень Там якутян было очень. Якутян очень много было. И вот, да, нашему поколению еще как-то так довелось, да, и видеть такой плотный состав ветеранов Великой Отечественной, как они шли на 9 мая, помню, да. А вот сейчас буквально у нас там 11 ветеранов по всей республике осталось. Поэтому я считаю очень важным вот сохранять, пока вот люди помнят, да, пока вот архивы у нас сохраняются, чтобы, тем более вот для широкого доступа у нас на сайт, допустим, может зайти любой человек и посмотреть. И очень хочется, что вот у нас такой видеоконтент будет увеличиваться. Возможно, даже кто-то будет уже исследовательскую работу уже на основе наших видеороликов, может быть, делать. Потому что это же тоже история. Ну, я так понимаю, ваши видеоролики можно увидеть на общем сайте библиотечной системы. Абсолютно свободно, зайти и абсолютно посмотреть бесплатно. всем, кто хочет. Да, у нас там очень хороший. На 4 минуты уйдем на рекламу и продолжим нашу беседу.
Мы продолжаем нашу беседу, и у меня вопрос к Надежде Захаровне и Алене Руслановне. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про вашу прекрасную медиашколу. Так, медиастудия «Большая перемена» работает уже на протяжении 5 лет, с 2020 года. В 2020 году вот с помощью нашего директора Борисова Дмитрия Дмитриевича начала работу вот наша школьная медиастудия во времена пандемии раз, да. когда дети дома сидели. И вот они из дома отправляли свои какие-то новости. Мы все сидели по домам, как говорится. Потом они отправляли нам свои материалы, мы их объединяли и выкладывали в социальные сети нашей школы. И таким образом мы начали свою работу. Вот. А потом, когда уже вышли на работу, да, после пандемии, уже очно. осенью, да, уже очно вышли, мы уже начали уже работать очно уже с детьми. Участвовать на конкурсах. Ага. Да. Начали участвовать Уже на конкурсах. более-менее у нас этот взгляд расширился. В первые года, в первый год у нас ничего не было из оборудования. Вот насчет оборудования я хотела сказать. Я же работаю в этой сфере, это не очень дешево получается. Мы на своих телефонах снимали, там же делали монтаж с детьми, или на телефонах детей они сами снимали, там же делали, потом отправляли, но все равно каким-то образом мы всегда занимали места. И в городских, и в республиканских конкурсах. Ну, потому что тогда медиастудий было мало, да, по городу, по-моему. Да. Ага. А потом вот вы, получается, одни из первых практически, да? Практически, да. При школе. Ага. И потом вот наш директор поддержал нас, Дмитрий Дмитриевич, и купил нам оборудование. Всякие штативы, свет, вот этот зеленый материал, как Фоновый. Молодцы. Я все время забываю это название. И вот он нас поддержал, и поэтому уже медиастудия уже вовсю работает на все 100%. Как проект в школе. Как проект школьный, Да, и вот уже результаты практически пока я даже на телефоне сейчас что будет с оборудованием, да, у вас? У нас уже все оборудовано, и вот практически каждый раз, мы занимаем, да, призовые места. Да, говорите об этом обязательно. Да, и в городских, и в этих всероссийских конкурсах тоже, в республиканских. Да. А какой-нибудь всероссийский конкурс уже? Вот Богдан вот недавно занял по сценарию как раз. Он вышел в финал «Вдохновленное детство». Вот. Он написал сценарий, краткий сценарий к фильму, и вот он вышел в финал, а пока результатов пока нет. Ждем. Ждем. Я практически сижу тут уже в одной студии со своими будущими коллегами. Здорово же. Для этого мало же на самом деле. И каждый год мы участвуем в конкурсе, тоже всероссийском конкурсе «Смотри, моя Россия». Участвуем, в этом году тоже участвовали. Снимали матери солдат. Так, Марию Егоровну, по-моему. Вот про нее снимали видеоролик, осенью это было. И ребята с большим энтузиазмом. Да, мы прямо к ней ходили, к ней на работу пошли, интервью брали, про нее все сняли. И она нам подарила вот книги, свои книги подарила. Так вот вы же практически увековечиваете память, историю своей школы, свою, ребят. Да. А вот монтажу, звукорежиссуре, это же все равно надо этому учиться, я так понимаю, вы вдвоем там сюда. Молодцы какие. Мы как бы сначала им показываем. Ребятам. В начале, да, когда мы делаем отбор, а потом они уже сами начинают делать. Мы просто им помогаем в конце. Сейчас мы уже им просто помогаем, говорим, вот тут нужно исправить, там нужно исправить, и все. В основном они сами все делают. Сейчас уже. Хорошо, трамплин дали. Вы уже там практически одни из первых, которые открыли медиашколу при образовательном учреждении образования. Есть ли с кем вы прямо конкурируете? Которые тоже прямо вместе с вами вот так вот идут ноздря в ноздрю. Ноздря в ноздрю. Хорошая медиастудия. Это хорошая конкуренция. Да, хорошая медиастудия есть в 31-й школе. 31-й кадр. Да, 31-й кадр. У них наставник очень хороший. Мы не знаем, как его зовут, но все время в конкурсах он.
Если мы не занимаем первое место, то они занимают первое место. Вот. Хорошая, очень хорошая, здоровая конкуренция, которая, кстати, тоже мотивирует, да? Ага, да. Одна из мотиваций. Да. В будущем с чем хотите связать свою жизнь? Ну, не знаю даже. Ну, с телевидением. Ну, хотелось бы. Практически же это идет, этот же, Как профориентационная, да. профориентационная работа. Ну, были там планы стать телеведущим, говорить новости. Приходи к нам. Через сколько лет? 9 же класс, да? Да, 9 Ага. класс. Ну, лет через 7. Приходи. Да? Ну, может быть, в будущем хотелось бы стать оператором. Вот, тоже приходи к нам, возьмем, честное слово. А вот с операторской работой в любом случае каким-то самообразованием, наверное, больше занимаешься, да? Там как-то так надо сделать или еще Ну да, что-то. так. Монтирую в приложениях PixArt, в Photoshop сижу. Это все сам. Да. Еще, наверное, приходишь и педагогов показываешь, как бы. Молодцы, да какие дети. Я вообще обожаю детей, такие молодцы. У них есть вот это вот рвение какое-то, да, всему самим учиться. Мы вас ждем. Буквально, да. Обязательно придем. Обязательно приходите, я вас запомнила. Уже и кадры, да, подогнали. Да, вот же, это стратегический русский подход. И правильно воспитанные, скажем, да. Да. И какое есть ближайшее, допустим, в планах какой-то конкурс, может? Конкурс. Ну, сейчас мы участвуем в конкурсе «Движение первых». Ага, движение первых участвуем. Вы уже работу все сдали Да, свои, там Да, уже направление всё сдали. медиа-пространство, да? Да, Это медиапространство. Любую да. новостную или что-то Нет, там там тоже отправляют Нет, там темы, отправляют и по задания. неделям По мы неделям. делаем, снимаем видеоролики, как мы подготавливаем, как мы пишем сценарий, и потом в конце видеоролик готовый отправляем им. А Уже. итогом? Итог ждем, Итог итоги ждём. ждем. Ага. А что вас ждет после итогов? Там они, наверное, какое-то там участие во всероссийском, там или еще что-то куда-то. Ой, мы не знаем. После итогов что будет. После итогов. Ага. Само участие в этом конкурсе, который вот в библиотеке объявили, вы вообще с чем столкнулись? Там вообще такое участие для вас там что-то в новье или нет? Для нас? Ну, Ну, по исторической части это у нас первый видеоролик. Нет? второй. История школы тоже была. Да. Ага. Второй Мгм. Видеоролик. Ну, именно про Великую Про Отечественную Великую войну. войну, да, первый видеоролик. Первый видеоролик. А до этого исторические тоже Исторические были. Но были. не про войну. Не про Великую Да, Отечественную. не про Великую Отечественную войну. А когда вы объявляли этот конкурс, вы ожидали, что такое количество огромное будет участников? Честно говоря, нет. Мы думали, что заявок будет поменьше. Мы не ожидали, что география у нас будет такая широкая, да, что будут такие талантливые видеоролики. Ну, такие пронзительные. Я иногда вот видеоролик был там «Золотые часы», по-моему. Прямо слезы на глазах. Такое так хорошо сделали, прямо. Не знаю даже. Это какой район? Или как? «Золотые часы», ну вот я, к сожалению, не помню, но вот имя запомнила. Там с применением искусственных технологий. Вот на сайте посмотрите. Очень интересный видеоролик. Интересная подача. Супер. Сами вы вообще как организаторы, когда уже весь конкурс прошел, вот это вот подведение итогов у вас прошло, что-то такое впечатление какое-то внутреннее есть? Ну, можно субъективно? Да, мы, во-первых, очень рады, что вот подрастающее наше поколение, да, прикоснулось именно к истории, что это не что-то вот общее, далекое, что-то где-то там было, да, а именно через своих родственников, через своих земляков, через какие-то вот произведения, может быть, да, вот они же через себя все равно уже вот переламывают, скажем, перерабатывают и снимают вот такие классные видеоролики, потому что все равно эмоциональная составляющая, она большую роль уже играет. Все равно чувствуешь же, да, вот как они снимают, какую энергетику они передают. И мы очень рады, что вот привлекли ребят к такой сложной теме, потому что это на самом деле же очень сложно, даже для взрослого человека. Тем более они сами все делают. Да, тем более сами все делают. Так что я очень рада, что мы достигли своих целей. Мы, главное, пробудили
скажем, любознательность, любопытство, желание что-то узнавать, да, что здорово. Я считаю, что мы свою миссию выполнили. И вы вот замечательные принесли книги с собой. Я вот хотела бы узнать про них, чтобы подробнее вы рассказали. Ну, я просто хочу показать, что у нас в фонде библиотек города Якутска очень много литературы, касающейся Великой Отечественной войны. И я вот ребят призываю всех, да, приходите к нам, читайте. У нас очень хорошие книги современного формата, скажем, да, вот, допустим, книга Богомолова Иван. Его выпустили в 2019 году. Он с крупным шрифтом, очень интересные иллюстрации. Просто вот хотела показать. Можете вот посмотреть. И она, скажем, не толстая. Потому что, ну, когда дети видят... Да, быстро прочитаете. Когда дети видят, что книга очень толстая, они сразу начинают: о, так долго, да. Долго читать. И вот замечательная книга, я хочу о ней рассказать. Это «Воины-якутяне в Смоленском сражении». Вот тоже вот кому интересно, кто историей увлекается, да, тоже рекомендую к прочтению. Это все у нас есть в наших библиотеках. Составитель вот Калашников. Тоже «Воины-якутяне в Смоленском сражении». Уникальная книга, я скажу, потому что большая исследовательская работа была проведена в архивах. Такие книги пишутся долго. И вот мы выпускаем также нашу собственную продукцию. Вот, допустим, вот такие открытки. Такие открытки. Ну, допустим, даже нам, для взрослых, наверное, сложно, да, вот можете сказать, какие вот у нас писатели были, фронтовики, служили? Петр Табурок. Вот да, как раз вот у меня Пётр вот Табурок, да. Он Вот Сафрон Петрович Данилов, да, вот, допустим, его портрет, чтобы люди представляли, видели, да, изображения знали. И небольшой отрывок из произведений. Тут есть QR-код, здесь можете вот зайти на наш сайт, посмотреть, что у нас есть. Так что тоже вот мы ненавязчиво, скажем, популяризируем литературу, литературное наследство именно о войне. Ну, очень такой формат, да, вы выбрали, мне нравится. Ага, потому что это, наверное, нужно будет воспитателям, учителям, да, вот рассказывать, Надежда, это показывать. Вот ваш земляк, Петр Табуроковки. Сафрон Петрович Данилов, Тимофей Егорович Сметанин. По-якутски читаешь? Да. Можете посмотреть. И формат вот такой вот идейный, как открытка очень смотрели, с индексом, со всем адресом. Это открытка можно отправить по почте. Да. Вот Надежда вам как раз землякам, да? Так что приходите в наши библиотеки, приобретайте эти открытки, мы их продаем. Что добро пожаловать. У нас вообще по 80-летию очень обширная работа ведется, именно по 80-летию, потому что у нас уже на май месяц более 500 мероприятий мы провели, которые посетили более 17 тысяч человек. Что работаем, стараемся. Ну да, 9 мая 80-летие Победы не закончилось в любом случае. Такие До конца года у нас тоже идут мероприятия. Ну, я очень рада, вот, допустим, разговаривая с участниками, что ребята большие молодцы, я желаю вам успехов. Вот в ваших конкурсах, Богдан, тебе удачи, чтобы ты победил. Спасибо. Вот, чтобы вот в этом конкурсе тоже, да, движение первых тоже заняли призовые места. Большие молодцы. Вот видите, вот сразу чувствуется 5 лет медиастудии, и вот какое качество работы. Еще главное поддержка от руководства. Да. Это вот вообще очень большую роль играет. Я свое руководство очень благодарю. Там вообще любая поддержка. А приобретение, извините меня, оборудования это не очень дешево. И тем более для школьной, да? Вот это вот формат такой же. Но и ребят у вас очень много. Например, не буду говорить кружок. Студия. Это студия. Сколько детей вообще ходят к вам? Ну, мой класс практически все ходят. Их 35 в моем классе, из них 30 примерно ходят, да? Но в основном занимается примерно 28, да? В основном ходят. Основной состав такой. 28, 20, 30 примерно, да? Ну, это очень много. А из других классов? Да, тоже ходят, да. Другие классы тоже ходят. Ну, и интересно то, что они сами все это изучают, Богдан. Да. Нет, сценарий писать, это же надо переработать такое количество информации, еще искать.
Потому что у вас хорошая школьная библиотека еще, наверное, да? Это уже не полет навигатора что-то придумать, да? Да. Это нужно будет конкретно факты, это же по Да. Кульбертинову практически там. Мгм. Великий человек, великий воин Великой Отечественной войны. Ну, вы уже знали, да, о нем более подробно. Мгм. А что вас поразило вот в биографии Кульбертинова? Кульбертинова? Мгм. Ну, то, что он был великим снайпером, убил, сколько там, больше 500 Фашистов. фашистов. В их числе офицеры. Мгм. Героем был. Для себя. Он был, можно сказать, у меня бабушка с Алёкмы, он тоже с Алёкмы был. И вот это меня очень сильно поразило, можно сказать. Я тоже из Алёкминска. Да. Я тоже Алёкминская. Ну вот. Может, мы останемся здесь, да? Продолжим нашу передачу уже после уже завершения. Да, он земляк такой, да, великий человек. Там у него такая вообще и улицы там в честь него. Бабушка рассказывала про него? Ну, я с детства вот Понятно. участвую в таких конкурсах. И да, стихи про него изучал когда-то. И, получается, участвовал там. Сначала я жил, получается, в районе, там в районных конкурсах участвовал со стихами. И вот, получается, у меня прадедушка тоже вот во время войны был ветераном. И, получается, на 9 мая там вот Константин звали дедушку, прадедушку. И вот с его плакатом там ходили. И, получается, вот на парадах там. Патриотическое воспитание. Вообще у вас прям, мне кажется, очень такое крепкое. Ну и вперед, 9 мая, 80-летие, как бы мы не завершаем. В любом случае мы должны помнить все эти страшные 1418 дней, которые отстаивали наши герои Великой Отечественной войны. И побольше таких патриотических конкурсов со стороны библиотеки. Ну, Мы стараемся. Да, и буквально несколько слов, пожеланий нашим телезрителям. У нас 45 секунд. Ну, я хотела бы пожелать вот нашим слушателям, да, вот активнее участвовать в мероприятиях библиотеки, потому что мы проводим их большое количество. У нас много направлений. У нас и экологическое, и краеведческое, и вот патриотическое, скажем, да, литературоведческое. У нас есть книжные клубы. Так что приходите в библиотеки, читайте, берите книги и сохраняйте нашу память, скажем. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Успехов вам, только успехов во всем. В вашей школе процветания, библиотеке процветания и только вперед. Спасибо. Вам спасибо.